поисках нарушителей охотнадзор выезжает в 4-5 утра. Именно в это время браконьеры обычно снимают свою добычу, грузят на машины и развозят на стихийные рынки. Попозже чуть-чуть начнется, вот когда клещ катится с нереста на глубину. В этот раз вблизи поселка Тетеево только рыбаки, те, кто ловит рыбу законно, с берега. Но стоит немного отплыть, и вот то, что оставили уже браконьеры. Вот такие ловушки оставляют те, кто хочет добыть рыбу незаконным способом – сети. Если не получается поймать браконьеров по горячим следам, защитники фауны снимают их сами, чтобы освободить улов и выпустить его на волю. Стерлядь теперь стала редкой, которая раньше была обычной в Волге. Как отмечают ученые, из-за варварских способов добычи акватории республики теряют такие виды рыб, как лещи и судаки. Попадают в сети браконьеров даже краснокнижные – осетр и форель. Ведущее место в промысле занимает, конечно, лещ. На втором месте такая рыба также из семейства, как густера. Затем третье место занимает синец. На четвертом месте судак. Пятое – плотва. И шестое – окунь. Что у нас чердовым? Потом эту рыбу выставляют на продажу. На прошлогодних кадрах видно, как Госкомитет по биоресурсам обнаруживает на прилавке вдоль трассы Казань-Челны краснокнижную стерлядь. Нарушителю административная ответственность, а уже в этом году заводят уголовные дела. С начала операции «Нерест» по фактам уже возбуждено более 30 уголовных дел. С акватории водных объектов собрано уже 930 сетей. Каждая сеть – это от 50 до 100 метров. Что у них сейчас хорошо получается, это скрывать сети. Свои ловушки браконьеры оставляют глубоко под 3-метровой толщей воды. Но даже их Охотнадзор, Росгвардия и ОМОН с легкостью находят в ходе совместных рейдов. Первый выход было выявлено 6 административных правонарушений. И было выявлено одно уголовное дело, по факту которого в дальнейшем проводит разбирательство уже речная полиция. Один из последних выездов выявил еще 19 правонарушений. Это значит, что злоумышленники ловили на сети, багры или слодки. В ходе нереста с 25 апреля и до 5 июня в республике разрешается ловить только на удочку и не более чем на 2 крючка. Рамиль Шайдуллин, Айгуль Бадрудинова, Алмаз Зиединов, Ринат Сафин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер «Синең күзләр» фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.